Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайруддинова. И сегодня мы расскажем о наезде на велосипедиста на проспекте Ямашева. Вот отсюда выскочил, не положен месте. А также о крупной аварии с участием двух «Газелей» на трассе М7. Вовлек в преступный бизнес жену и 13-летнего сына. Видите, в левом наружном кармане получается олимпийки, а даже три свертка. В Альметьевске задержали предполагаемого наркосбытчика. А также сотрудники ГИБДД помогли 7-летнему мальчику, пострадавшему от укуса змеи. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Переломал ребра. Так закончилась поездка по встречной полосе для 28-летнего велосипедиста. Поздним вечером на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Бондаренко его сбил автомобиль Volkswagen Polo. Рамиль Шайдуллин узнал, кто нарушил правила дорожного движения. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали 28-летнего велосипедиста. В больнице у него диагностировали перелом ребер. Водитель Volkswagen, сбивший мужчину, не пострадал и рассказал, что во многом наезд произошел по вине пострадавшего. Вот отсюда выскочил, не положен месте, пешеходка там, пешеходка вон там. Он вот так выехал по большой траектории. Я ехал на свой, на зеленый цвет туда прям. Однако прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что вина лежит как на велосипедисте, так и на водителе иномарки. Последний, выезжая на зеленый сигнал светофора, не выбрал безопасную скорость, а пострадавший и вовсе пересекал проезжую часть наискосок во встречном направлении, не спешившись с велосипеда. Более того, он крутил педали, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кто и какую ответственность понесет в результате аварии, будет известно после разбора в госавтоинспекции. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Мопед и Форд Транзит столкнулись вечером на Шамиля Усманова. Водитель грузового фургона решил высадить пассажира прямо на проезжей части. Решение оказалось крайне неудачным. Как водители объясняли, произошедшее расскажет Салават Мухаммадуллин. Дверь открылась, в дверь въехал, все. Мужчина, сидевший за рулем мопеда, ехал по улице Шамиля Усманова. Говорит, перед ним остановилось несколько машин, и чтобы не въехать в грузовой фургон, он решил объехать его справа. Вот только в этот момент открылась пассажирская дверь. Вы здесь остановились, я так понимаю, чтобы людей высадить? Да. А так можно делать разве? А справа разве можно обгонять? Вину оба водителя перекладывали друг на друга. Не исключено, что ответственность за произошедшее будет обоюдной. Салават Мухаммадуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 30-летний водитель Volkswagen Polo скончался в результате аварии в Набережных Челнах. Легковушка столкнулась с грузовиком на арматурном проезде. После столкновения автомобилист вместе с пассажиром были доставлены в больницу. Последнего удалось спасти, а вот водитель спустя несколько часов скончался в реанимации. Крупная авария в Тукаевском районе республики попала в объектив видеорегистратора. Недалеко от садового товарищества «Дизелист» столкнулись Kia Soul и ВАЗ-2107. Как видно на кадрах, 74-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик, и въехал во встречную «семерку». За рулем ВАЗа был 66-летний мужчина. После ДТП обоих пенсионеров с различными травмами доставили в больницу. Две «Газели» столкнулись сегодня на 785-м километре трассы М7. Удар был такой силы, что у одной из машин развалился кузов. Причиной происшествия стало несоблюдение безопасной дистанции. Водитель первой «Газели» остановился на дороге и выставил аварийный знак, но второй заметил его слишком поздно. Что из этого вышло, расскажет Нафиса Минязова. Авария на этом участке дороги спровоцировала огромную пробку со стороны Замещенского моста. Все началось с того, что водитель одной из «Газелей» вынужденно остановился на проезжей части. Колеса лопнулись, остановился, а тот, видимо, дистанция не держал, не успел остановиться. При этом водитель успел выставить аварийный знак. Впрочем, это не помогло, и второй автомобилист на высокой скорости снес стоячий автомобиль. Он остановиться не успел. Поздно видел, поздно заметил. Хотел направо брать, а скоро его зажал, не пустил. А он сзади уже снялся. Оба транспорта получили серьезные механические повреждения. У одной из «Газелей» развалился кузов, и весь груз вывалился на асфальт. В столкновении никто не пострадал. Нафиса Минязова, Айрат Назипов и Константин Бушуев. Вызов 112.
Делал закладки вместе со своей семьей. С крупной партией наркотиков задержали полицейские Альметьевска 30-летнего мужчину. Вещества он покупал в интернете, а потом прятал их в разных частях города. В нелегальный бизнес он привлек жену и 13-летнего сына. Если мальчик был нужен для прикрытия, то супруга довозила мужчину до нужного адреса. Чем грозит такой семейный бизнес задержанному, расскажет Айгуль Бадрудинова. Видите, в левом наружном кармане, получается, олимпийки. Обнаружил три свертка. 30-летнего жителя Альметьевска полицейские взяли с поличным, когда он прятал закладку. В ходе личного досмотра у него нашли 2 полиэтиленовых пакета с 4 граммами марихуаны и 2 граммами мефедрона. Когда отпираться уже не было смысла, мужчина во всем сознался и признался, что покупал наркотики в интернете, а потом сбывал их в разных районах города. Полгода точно работаете, да? С перерыва. Полиция работает во время коронавируса, еще тем более, и у меня по здоровью надо было. За одну заложенную закладку сколько вам перечисляют деньги? 600 рублей. Посчитав, что дело прибыльное, мужчина вовлек в криминальный бизнес и свою семью. Жена, полагают полицейские, по просьбе супруга возила его до нужного адреса якобы по делам. А чтобы не вызывать лишних подозрений, они брали с собой 13-летнего сына. В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружены различные наркотические средства, приготовленные к сбыту. Общая масса изъятого превысила 800 грамм. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Вызов 112. Устроил погром в магазине и убежал. Неизвестный мужчина зашел в один из супермаркетов на улице Копылова и стал буйно себя вести. Помимо стеклянной витрины, он разбил бутылки с крепкими спиртными напитками. Пока сотрудники заведения приходили в себя, погромщик покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его поисками занимается полиция. Причиненный материальный ущерб подсчитывается. Пришел на работу, забыв, что его уволили. Нетрезвый мужчина пробрался на территорию предприятия на улице Лебедева. Уговоры охранников покинуть эту зону не увенчались успехом. Когда аргументы закончились, они вызвали на место полицейских. Никаких противоправных действий внутри территории мужчина не делал. Тем не менее, его могут привлечь к ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект. Сотрудники госавтоинспекции Татарстана оперативно доставили в больницу ребенка, пострадавшего от укуса змеи. Инцидент произошел в дачном поселке Зеленодольского района. К старшему лейтенанту полиции Эльмиру Сабирову и его коллеге Ильнуру Садыкову обратилась мама пострадавшего мальчика. Она пояснила, что ее сыну срочно нужна помощь и что она боится не успеть. Обо всем по порядку, Айрат Назипов. Здравствуйте. Как дела у тебя? Это сейчас на их лицах улыбки и слезы счастья. Хотя всего пару дней назад поводом для слез был совсем другой. Страх и тревога за жизнь маленького ребенка. Все началось с того, что 7-летний Юсуф гулял во дворе частного дома. Играя с мячом, он не заметил змею, которая впоследствии его и укусила. Ребенок позвал на помощь маму. Я, посмотрев на ногу, увидела 2 рядом расположенные ранки, из которых текла кровь. Кровь текла не останавливаясь. Я обрабатывала спиртовкой, после этого кровь текла вновь. После чего я поняла, что это либо паук, которых у нас нет на нашей территории, либо это змея. Женщина посадила сына в салон автомобиля и отправилась в больницу в Казань. Путь был не близкий. Понимая, что времени очень мало и она может не успеть, автоледи обратилась за помощью к дежурившим на дороге автоинспекторам. Старший лейтенант полиции Эльмир Сабиров и его коллега Ильнур Садыков сообщили об инциденте в дежурную часть и, включив мигалки, оперативно доставили пострадавшего ребенка в ДРКБ. Благодаря их действиям мальчику вовремя оказали медицинскую помощь. Ребенок поступил в состоянии средней степени тяжести. Здесь в приемном покое были проведены первичные необходимые мероприятия. В первую очередь, конечно, была введена противозмеиная сыворотка. После выздоровления инспекторы навестили семью Ганиевых и подарили маленькому Юсуфу подарки. Спасибо вам большое, сотрудники ГИБДД, за отзывчивость, за то, что вы человечные, добрые. То, что вы сделали, отражает ваш высокий профессионализм. Будьте всегда такими добрыми, отзывчивыми и профессиональными людьми. Айрат Назипов, Вызов 112. Внимание, розыск. В Татарстане ищут без вести пропавшую Хисамудинову Лилию Равильевну. 49-летняя женщина уехала на своем автомобиле Volkswagen Tiguan от остановки Сады на улице Гвардейская в Казани еще 19 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Была одета в синий спортивный костюм с белыми полосками, белую футболку и в кроссовке на толстой подошве. По факту исчезновения человека Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении
сопровождении женщины следователи просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.